Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале, подписчики мои и гости канала. Сегодня с вами Астарта. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, заходите на мою страничку в Инстаграме. Ссылка будет дана в описании к видео. Также пишите в комментариях, что вы хотели бы посмотреть, на какие темы поговорить, какие расклады хотели бы видеть на моем канале. Также и в Инстаграме выкладываю там карту дня, энергетику дня, еще буду много выкладывать всего интересного по мере сил и возможностей. И сегодня мы делаем расклад на короля, на игральных картах, цыганские, все расклады на игральных картах, конечно, можно назвать цыганскими. В общем, перед вами первый, второй и третий вариант, также король бубновый, трефовый, червовый. Выбирайте, сосредоточьтесь, выбирайте. Можете по картинке наших прекрасных королей, можете по цифрам 1, 2 или 3 сделать свой выбор. Если не хватило времени, поставьте видео на паузу. Если времени хватило, то я перехожу к первому варианту. Так, милые единички, короли бубновые, дорогие, любимые, значит, не поставила вариант. Партнером для вас я выбрала даму трефовую. Не заходите на сейчас, заходите вы в период с каким-то своим интересом, со свиданиями, с деньгами. Думаю, что здесь вы ждете получения каких-либо денег на руки. На сердце у вас свидание, переживание за даму червовую. И под сердцем у вас собственная ранняя дорога. Я бы сказала, на работу, какие-то социальные деловые дела. Вот все вы за это переживаете. За себя, за свою карьеру, за свою дорогу и так далее. А в голове у вас разговор с дамой червовой. Такой вот хороший разговор, в кавычках. Если эта дама, например, дамочка, которая вам мотает нервы, то вы будете на нее злиться. А если же это дама, которая оказывает для вас какие-либо услуги, то вы как раз будете с ней договариваться об этих услугах. Что-то там она будет вам помогать, гадать или еще что-то делать. И также может быть это злость, конечно, на разговор с этой червовой дамой. А в ногах у вас вы прям питаете какой-то, получили нечаянный интерес через свои надежды, за свои надежды, через какие-то бумаги или какие-то новости вы получили за какой-то свой интерес. Что-то вы прям для вас оно прям горит, желаете вы это. Что у нас было в дальнем будущем? В дальнем будущем какое-то получение крупной суммы денег в казенном доме. Либо вы с большим интересом к этому казенному дому. Это может быть, знаете, что какой-нибудь банк, потому что десятка пик это может нам говорить еще о документах, о деньгах. Возможно, вы ждете там одобрения кредита, либо ждете там какие-то документы на дом, там, я не знаю, либо какие-то справки. В общем, что-то прям то, что вам нужно, и то, что удовлетворит ваши интересы и желания. Что было? Был какой-то большой, крупный, важный разговор с королем казенным. Возможно, даже, смотрите, здесь есть связь, все-таки это сторона прошлого, с казенным королем за какие-то деловые хлопоты, какие-то бизнес-дела, возможно, какие-то вы обсуждали проекты и так далее и тому подобное.
И что было в ближайшем прошлом, тут полностью работой вы были заняты какими-то бизнес-делами, социальными делами, проектами, договоренностями, и все это было вам по нраву. То есть это вам нужно, вы заинтересованы, и вы этим занимаетесь. Тут, возможно, просто карты нам отразили, что ежедневное хождение на работу. И работа это вас удовлетворяет и удовлетворяет какие-то ваши требования и желания. Ближайшее будущее. В ближайшем будущем, опять же, на работе будут какие-то переживания. Будете вы что-то переживать, возможно, такие какие-то недомогания на работе, либо чуть-чуть будете нервничать на работе, потому что там что-то вас будет нервировать, возможно, что-то будет получаться не так быстро, как вам хотелось бы, или вообще не в том формате, который бы вам хотелось. Но вот тут что-то связанное с работой, но не забывайте, что это расклад всего лишь на неделю, с 29 июля по 4 августа, поэтому здесь на этот вопрос сильно не заморачиваемся. Будущее. Это ближайшее будущее, это у нас дальнее будущее, это просто вот крест, это, показывает ваше прошлое, а это будет показывать будущее. В будущем будете вы как-то хлопотать за что-то, за какие-то, опять же, за работу, за какие-то бизнес-проекты, за какие-то планы будете реализовывать. И будете, скорее всего, делать это с каким-то червовым королем. И в дальнейшее будущее это червовый король со своим домом, со своим интересом от вас не уходит никуда, вас не оставляет, с вами вместе и также и находится. Также здесь может быть и червовая дама, то есть будете вы хлопотать совместно с этой червовой дамой в ее доме за какие-то, опять же, бизнес-проекты. Возможно, это ваши бизнес-партнеры, и король червовый, и червовая дама, и будете вы за это все переживать вместе с ними работать, хлопотать, что-то делать, реализовывать на этой недельке, пытаться воплотить. Далее смотрим. Далее, с чем вы остаетесь, что от вас уйдет? Остаетесь вы с хлопотами этой вот червовой дамы за ваш интерес, либо же совместными хлопотами с этой червовой дамой за какие-то материальные поступления, за какие-то финансы, денежные средства, возможно, должны были поступить. Что уходит? Уходит от вас какие-то дела и совместный какие-то, наверное, проект какой-то совместный с этой дамой червовой, либо с королем червовым. Он уходит. Также уходят хлопоты, какие-то бизнес-хлопоты. Но вот это вот, мне кажется, что-то связано, потому что оно так вместе выпало, что вы хлопотали за какие-то проекты, за какие-то бумаги, очень за это переживали. Все это было в казенном доме. Скорее всего, это была работа, либо какое-то госучреждение, либо это банки, больницы, БТИ и так далее и тому подобное. Далее уходит ваш какой-то интерес нечаянный опять же, к работе, каким-то бизнес-проектам, рабочим каким-то моментам. Видимо, все это у вас решится и уйдет от вас. Далее также уходят в ранних дорогах всякие свидания, переговоры. Опять же, с этим вот, скорее всего, королем червовым. Потому что дама червовая, все-таки мы видим, она у вас остается, вы остаетесь с ней на этой неделе, никуда она от вас не денется. А король червовый все-таки уйдет. Далее злость и раздражение на свои надежды уходит. Короли, какие-то бизнес-дела, партнеры, возможно, все-таки договоренности вы здесь вот достигнете, и вот эти два персонажа мужские у нас тоже уйдут. Перестанете вы переживать
за какие-то новые проекты, и, скорее всего, какие-то важные переговоры вот с этим королем червовым уйдут. То есть все это разрешится как-то на этой неделе, вас оставит. Вот как-то так. Смотрим далее следующую раскладочку. Итак, также смотрим будущее для короля Бубнова. Что для него сейчас важно? И для него все равно, хоть мы в предыдущей раскладке видели, что это на этой неделе уходит, но, видимо, не до конца, просто нивелируется, потому что все равно он будет переживать за казенного короля и за червовую даму. В доме у него появляется трифовый король в ранней дороге и его интерес. Что-то, я не знаю, может быть, кто-то приедет, родственник, друг, брат, сват. Возможно, просто это приедут к нему, кто-то приедет погостить. А на сердце у него нечаянный он интерес получит к этой даме червовой. Или за даму червовой от трифового короля. Либо интерес от дамы червовой за трифового короля. Хотя партнерши к вам я назначила, задумала даму трифовую, но вот она до сих пор у нас в раскладе не выпала. Это вот эта дама червовая, я не знаю, кто это, постоянно здесь вот не уходит вообще от нашего короля Бубнова. Кто это, думаете сами? Мама, сестра, подруга, любовница, коллега по работе, не знаю, оператор в банке и так далее и тому подобное. Далее, что было? В ранней дороге у него было свидание с этой трифовой дамой через ее хлопоты. Что будет? В совместной дороге с трифовым королем какая-то будет приятная дорога. Эта дорога будет... Вот, в этой дороге вы будете решать какие-то свои вопросы, какие-то свои интересы. И, возможно, поступление каких-то денежных сумм, и мелких, и крупных. И также вы с любезностями к этому королю трифовому. И успокаиваетесь вы пустыми хлопотами. То есть будете работать, хлопотать, обсуждать, с этой дамой что-то решать, с этим королем что-то тоже решать. И все это у вас решится, вы успокоитесь. Далее смотрим нашу последнюю раскладку. Это будущее, которое наверняка у нас произойдет. Вот сейчас мы посмотрим, что же там будет точно и конкретно уже. Так, единички. Первый вариант. И окончательная у нас картинка будущего. Король Бубновый. Вот, будет у него в ранней дороге будет король трифовый, будет к нему со своим интересом, и будет свидание с дамой червовой. Вот кто это, решать вам. Если вы знаете, что это третья сторона, там любовница, какая-нибудь Зазнова вашего короля Бубнова, то это может быть она. Если нет, то значит нет, какая-то мама, подруга, сестра, коллега, с которой он тесно контактирует на этой неделе. Будет у него свидание с ней в ранней дороге, либо вот все-таки мне не покидает мысль, что они как-то связаны, возможно, это бизнес-партнеры ваши. Будет свидание с ней, на котором вы будете либо злиться, раздражаться на этом свидании, на эту даму червовую, либо вы с этой дамой червовой будете сплетни водить, что-то там обсуждать. Либо эта дама червовая будет сплетничать за вас. Далее пусто вы будете хлопотать за этого трифового короля. Хоть у вас и есть какой-то сильный совместный интерес, но пока что все это пусто и какие-то пустые хлопоты. В ранней дороге своей получите какой-то нечаянный интерес от дамы червовой, и будет у вас какой-то разговор, свидание с королем трифовым. Вот опять же, смотрите, никуда они от вас не уходят на этой неделе. И поездки совместные, и свидания совместные. Вот смотрите, как здесь карты переплетаются, да?
Здесь шестерка треф и семерка червей. Здесь шестерка треф и шестерка червей, семерка треф. То есть вот эти вот совместные дела, свидания, поездки какие-то вот все-таки множественные у вас с этими людьми будут. И также вы со своими любезностями к этой даме червовой, с разговором, но это будет либо к концу недели, либо будете обсуждать какие-то будущие перспективы, какие-то будущие ваши поездки, дороги, строить какие-то планы. И успокаиваетесь вы свиданием с королем казенным в казенном доме. То есть здесь реально какие-то бизнес вопросы будете решать, либо какие-то очень важные вопросы, касаемые там, опять же, каких-то бумаг, казенный дом. Казенный дом — это все, что может быть: полиция, здравоохранение, школы, садики, работа, БТИ, банки, вот, ну, все что угодно. Какой-то вот наш бубновый король на этой неделе прям вы, так у меня и не выпали дама трефовая, только вот король трефовый постоянно маячит. И эта дамочка червовая прям во всех раскладках она у нас была, прям она активно участвует в жизни вашего партнера. Кто она, решать вам. И это был первый вариант. Я желаю вам любви. Берегите себя, берегите своих близких, будьте счастливы каждый миг. А я перехожу ко второму варианту. Двоечки. Трактую для вас. Партнером я задумала вам даму бубновую. И входите вы в период, то, что для вас сейчас важно, это какой-то в ранней дороге вашей был у вас король бубновый. И, видимо, вы решали какие-то социальные бизнес-дела, какие-то переговоры были с ним. На сердце у вас интерес бубнового короля, либо поступление каких-то крупных денежных средств вы ждете. Под сердцем же у вас свидание с дамой, прошу прощения, не свидание, интерес к даме червовой. Вы содержите под сердцем, интересует вас эта самая дама червовая. В голове у вас раздражение на какие-то новости, бумаги, которые вы получили вот недавно за какие-то свои дела, за свой интерес. В ногах у вас пустые хлопоты совместные с этим королем бубновым в ранней дороге. То есть вот вы заходите в период с этим королем бубновым, и в ногах содержите в подсознании все-таки этого короля бубнового, но все это пусто пока что. Дальнее прошлое. В дальнем прошлом, смотрите, как интересно выпало. Это дама червовая, кто это, я не знаю, родственница, подруга, любовница, сестра и так далее, дочь. И вы были к ней со своими надеждами, к ней обращены. Что было в ранней дороге совместно с этой дамой червовой, были хлопоты ее, хлопотала она в ранней дороге за вас, за себя. И также это могли быть, знаете, это могла какие-то ваши родственники быть. Мама, может, сестра, могли быть их совместные дороги, смотрите, и хлопотали, и хлопоты этой червовой дамы. Дальше у нас ближайшее прошлое. В ближайшем прошлом либо было, скорее всего, здесь какие-то переживания, прям большие за будущее, либо за дальнюю дорогу. И также могло быть плохое самочувствие, какое-то недомогание легкое. Ближайшее будущее. В будущем, в ближайшем будете вы решать какие-то вопросы, но касающиеся именно вас,
какие-то разговоры с самим собой, видимо, нужно будет вам принять какое-то серьезное, важное для вас решение, и будете вы обдумывать это, разговаривать с собой, что же вы все-таки хотите от этой жизни. А далее будут любезности короля Бубнового, и вы получите от него какой-то нечаянный прям интерес. И прям дальнейшее будущее, это где-то к концу недельки будет у вас король казенный и разговор с дамой Червовой, скорее всего, за этого казенного короля. Будете, скорее всего, его обсуждать. Вот такая примерно картинка будущего. Сейчас мы посмотрим, что же все-таки у вас будет и что уйдет, дорогие двоечки. И с чем вы, двоечки, остаетесь, и что от вас уходит? Остаетесь вы с каким-то свиданием с дамой Червовой, но для вас оно пустое, неважное. Будет и будет, будет и не будет. И какой-то интерес вы испытываете, но тоже так, без особого энтузиазма. Есть он и есть. То есть получится там реализовать какой-то план, хорошо. Не получится, ну, значит, так и надо. Уходят от вас какие-то важные разговоры, переговоры через ваши надежды, ваши ранние дороги с этой дамой Червовой за дальнюю дорогу, либо за какие-то проекты в будущем, за будущее, за что-то. Видимо, вы порешаете какие-то вопросы с этой дамой Червовой, какие-то вопросы у вас просто решатся или нивелируются, либо перенесутся на следующей неделе. По крайней мере, на этой неделе, на данный момент, в этой данной раскладке мы видим, что это уходит. Далее, раздражение на себя, тоже оно уходит, и какие-то сплетни, скорее всего, разговоры, сплетни, тоже какие-то за вас, либо за ваше окружение королей вот этих вот, и казенных, и бубновых, видимо, ваших знакомых тоже, прошу прощения, уходят. И какие-то переживания тоже за любезности этого короля, тоже все они уходят. Далее совместные хлопоты вот с этой вот самой дамой Червовой и короля Бубнова, их совместные хлопоты тоже уйдут. Их совместная дорога уходит. Ну вот какие-то хлопотали они совместно за какой-то интерес, скорее всего, денежный в своих ранних дорогах. И Червовая дама, и Бубновый король. Прямо они были к вам с какими-то предложениями, с какими-то интересами. Но все это пока уходит от вас на этой неделе. Возможно, вам будет на этой неделе просто не до этого, вы будете заниматься своими какими-то вопросами. Сейчас смотрим следующую раскладку, что у вас будет там. Далее, двоечки, смотрите, для вас содержите вы на сердце свидание с королем Червовым. Вот опять же, какая-то личность, которая вас не покидает, и в доме она в вашем будет, смотрите, скорее всего, как я и говорила, какие-то гости к вам приедут, и будете вы на них злиться, раздражаться, и какие-то важные разговоры, ругань в доме, скорее всего, это будет у вас с этим королем Червовым. Далее у нас идет, что на сердце. На сердце вы содержите какие-то новости, полученные через хлопоты или бумаги Бубнового короля. Но все это пусто для вас. Далее, что было? Были вы со своим интересом к этому королю Червову, со своими любезностями? Что будет? А будет теперь наоборот, король Червовый со своими любезностями к вам, к вашим хлопотам. И успокаиваетесь вы раздражением, злостью, либо сплетнями, либо какие-то новости, вот сплетни вам расскажет, что вас успокоит.
Далее последнюю смотрим раскладочку, будущее, которое наверняка случится. И вот это самое такое верное будущее, которое будет. То, что мы до этого раскладывали, все на будущее, мы смотрели все-таки, что будет. И вот сейчас в итоге мы увидим, что все-таки с вами и останется, и произойдет. Дорогие двоечки, наконец-то выпала в последней раскладке ваша партнерша, это дама бубновая. Вот смотрите. И как все у нас здесь прекрасно получается. Начнем сначала. Вы со своим интересом к королю Червову, но этот интерес для вас пустой. Что-то вам нужно от него, но такое, сильно вы на эту тему не переживаете, не заморачиваетесь. И дама бубновая к вам со своей любовью, со своими любезностями. И король Червовый к вам со своими любезностями, с каким-то важным разговором будете вы что-то обсуждать в совместном каком-то с ним свидании. Не знаю, может, возможно, это будет просто телефонный разговор через хлопот этого червового короля, но это прям будет для вас важно и нужно. Далее, смотрите, дама бубновая, вы к ней со своей любовью, и она к вам с интересом, и вы со своими любезностями к ее интересу. В общем-то, здесь тишь да гладь, любовь да благодать. И здесь возможно поступление каких-то денег, либо важных бумаг, которые вы ждали. Далее дама бубновая будет нахлопотать за даму червовую, возможно, все-таки, либо за надеждой этого червового короля. Но все это будет раздражать нашего Верента, нашего героя, и, возможно, какую-то сплетню он узнает от дамы Червовой, либо через надежду и хлопоты короля Червового, какие-то сплетни и раздражения на него. И успокаивается он ранней дороге дамы бубновой, то есть вами. И это был второй вариант. Двоечки, я вам желаю счастья, любви, гармонии. Берегите себя, берегите своих близких и будьте счастливы каждый миг. А я перехожу к третьему варианту. Прощаюсь. Так, троечки, трактую для вас. Переживает наш король Червовый. Забыла сказать, что партнершей, прошу прощения, я задумала для него даму Червовую. Итак, заходит он в период, что для него сейчас важно, для нашего короля Червового, это какие-то свидания, переговоры в казенном доме. Что у нас на сердце у короля Червового? На сердце у нас какой-то важный и серьезный разговор. Под сердцем у нас какие-то персонажи, смотрите, и дама бубновая, и король трефовый. Кто это может быть, я не знаю. Возможно, это деловые какие-то переговоры, партнеры, либо какие-то родственники, либо какие-то его помощники, коллеги, друзья и так далее. А в голове у него любезности, и он с любезностями к королю Трефовому, свидание с ним, и почему-то он все равно будет злиться. Либо здесь дама пиковая может нам говорить об услугах каких-то таких вот эзотерических, магических, раз этот наш король Червовый пошел со своими любезностями и просьбами к королю Трефовому. Возможно, здесь есть взаимосвязь. Либо это какие-то эзотерические практики, либо это злость на короля Трефового, либо это знакомство с дамой пиковой, какой-нибудь ведьмой, магиней, через хлопоты этого самого короля Трефового. Далее в ногах у нас казенный дом, о котором он постоянно думает.
и разговор с дамой, свидание с дамой Бубновой, скорее всего, в этом казенном доме. Какие-то переговоры будут с этой дамой Бубновой. Что было? А было, смотрите, вы выпали в него в прошлом. Какие-то совместные интересы, совместные какие-то хлопоты были, и также были хлопоты этой самой дамы Бубновой в прошлом. В далеком прошлом какие-то пустые переживания, что-то вы, не знаю, содержали у себя на сердце, но все это пустое и ненужное. В ближайшем прошлом у вас хлопотали вы за любовь, любезности и червового, прошу прощения, и трефового короля, и трефовой дамы, своей партнерши, то бишь вас. Хлопотал наш король червовый. В ближайшем будущем, что у нас, вот даже вот в ранней дороге будут хлопоты и вашей, и короля Трефового. То есть и дама Трефова, и король Трефова могут в ранней дороге что-то там хлопотать, помогать нашему герою. Далее будущее мы видим, что Трефовый у нас интерес, это может быть интересы, разговор и короля Трефова, и дамы Трефовой, то бишь вас. Скорее всего, будете обсуждать некого короля казенного, либо здесь может быть какое-то казенное заведение. И в далеком будущем, в дальнем будущем, ближе к концу недели, здесь возможно поступление каких-то бумаг, какие-то новости получите по бумаге, либо какие-то документы на руки получит наш червовый король, то есть третий вариант. Либо поступление денег, но скорее всего здесь какие-то новости и бумаги на руки ему придут, что он и очень ждет. Скорее всего, это и будет с какого-то казенного дома. Свидание с ним, какие-то переговоры, видимо, завершатся, и он получит какие-то на руки какие-то документы. Далее смотрим, что у нас все-таки уходит и с чем наш король червовый остается. Так, троечки, чем вы остаетесь? Остаетесь вы в ранней дороге с какими-то переживаниями, с какими-то терзаниями в своем доме и будете злиться, скорее всего, на себя и на разговор с королем Трефовым. Если же это дама Пикова у нас выступает в качестве какого-то эзотерика, практика, то это может быть не злость, а просто разговор с этим эзотериком, практиком. Может быть, она к вам придет, даже погадать, посмотреть что-то, обсудить короля Трефового. Вот так еще может быть. Уходит у вас совместные хлопоты с королем Трефовым, хлопоты этого короля Трефового и его надежды, все это тоже уходит. И также дама Бубновая, кто это была, вы сами поймете, тоже она уходит. Далее уходит какой-то важный разговор с этой дамой Бубновой за ваши совместные хлопоты, и также вопрос в казенном доме уходит. Какие-то новости, бумаги вы там получите, и, видимо, вопрос решится. Далее у нас уходит совместный интерес этой дамы Бубновой и короля Трефового, который мы видели в предыдущей раскладке, и также вот их совместные свидания, разговоры, переговоры, но скорее всего это какие-то бизнес-дела, партнерство и так далее, это тоже сейчас уходит, остаетесь вы только вот с какими-то разговорами, переживаниями в ранней дороге. Сейчас далее мы посмотрим, что все-таки нам еще приготовила судьба, и в конце концов выясним, что, с чем же вы останетесь, как вы проведете эту неделю, троечки. Так, троечки, дальше для вас разговор
за интерес этого говорю, бубнового короля, либо разговор за какие-то бумаги, поступление каких-то денежных средств. Для дома у вас будет какой-то серьезный, важный разговор с королем Трефовым, либо с дамой Трефовой, то бишь с вами, с партнершей. И будете вы за это переживать прям и терзаться. На сердце. А на сердце у нас сам король червовый. Вот здесь какой-то эгоизм, эгоцентризм присутствует. Вот он в своем собственном доме, свои переживания, свои какие-то метания. В общем, он один на один с собой в сердце. Одинок он на этой неделе. Что было? Было, что либо король Трефова, либо дама Трефовая, то бишь вы, мои дорогие, с интересом в ранней дороге были к нашему королю, и также в ранней дороге в Бубновой, видимо, это какая-то работа, бизнес-дела, социальные какие-то вопросы, и в раннюю дорогу в казенный дом. Что будет? Опять же, в ранней дороге какой-то там наш король Червов будет с интересом к этой даме Пиковой. Все-таки здесь, скорее всего, такой-то мастер-практик, и успокаивается наш король Червовый злостью и раздражением. Далее смотрим нашу последнюю раскладку. Все-таки то, что с нами четко и конкретно произойдет. Мы видели по всему на протяжении всего расклада, что человек занят с собой, своими какими-то вопросами, делами, и вот этот казенный король и король Трефовый его не покидают прям. И, возможно, просто вся неделя будет посвящена каким-то вашим совместным делам, хлопотам, и будет наш король Червовый вас постоянно содержать у себя на сердце и в голове. Ну вот сейчас посмотрим, что будет точно и конкретно. Так, троечки, последняя раскладочка, будущее, которое должно случиться обязательно. Наш король Червовый с любезностями и с разговорами к вам в вашем совместном доме, если вы совместно проживаете, в жизни, в совместной жизни, каким-то совместным времяпрепровождением. А далее здесь интерес бубнового короля, но это будет почему-то раздражать нашего героя. Наш третий вариант нашего короля Червового. Либо здесь будут они какие-то сплетни обсуждать. Но, скорее всего, здесь злость и переживания. Почему-то вот этот бубновый король для нашего героя не есть друг и соратник. Здесь он как-то выступает в роли раздражителя его. Далее, для него самое главное, он со своими надеждами, со своими хлопотами к этому бубновому королю. Все-таки вот этот вот интерес, он, видимо, этот человек, видимо, важен для него. Может быть, это какая-то проверка на работе, либо еще что-то, либо начальник там высокий приезжает там из столицы и так далее и тому подобное, если, например, это какой-то холдинг. И будет он за это переживать, сплетни водить и прям злиться. Злость тут прям большая. Далее будете вы обсуждать с королем Червовым, с нашим героем, какой-то нечаянный интерес он получит, и вы будете в ранней дороге все это обсуждать вместе с ним, видимо, искать выход из положения. И успокаивается он вашей любовью и вашими хлопотами. Все-таки вот вы для него важны. Из всех трех вариантов, мне кажется, здесь больше, в третьем варианте, больше всего партнерства между героями. Троечки, я желаю вам любви, гармонии. Будьте счастливы, берегите себя, берегите своих близких.
До скорых встреч. Всем до свидания. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите мне в инстаграме. В общем, будьте на связи. До встречи.